Башкирский костюм является ярким примером того, как проявляются различия в одежде разных регионов одной страны. После зарождения мира расселились люди в разных местах. Каждому народу был дан свой определенный язык и своя одежда. Национальный костюм – это воплощение многовековой истории и традиций, отражение образа жизни и характера народа. Выделяют целых 7 вариаций традиционного наряда. У северо-западных башкир, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных, восточных и башкир самаро-иргизских поселений. В каждой вариации есть элемент, характерный только для этого региона. Для башкирского костюма характерна декоративность. Обрядовая одежда очень яркая, праздничная. Мужской костюм. Мужская повседневная одежда башкир состояла из рубахи, штанов с широким шагом, легких халатов и тулупов из овчины. Мужскими головными уборами были тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шапки из ценных мехов, камсак-бурык. Тюбетейка. Мальчики начинали носить тюбетейки еще в раннем детстве. В декоративном оформлении костюма разных башкирских родов есть общие черты. Башкирский орнамент включал в себя знаки, обереги, с помощью которых человек стремился оградить себя от злых духов. Такому назначению орнамента соответствовало его расположение на одежде. Край одежды, края рукавов, разрезы, подол, вырез, застежки. Шумящие подвески также использовались для отпугивания злых духов. Впоследствии у мусульманских народов подвески сохранились только в женской одежде. Предупреждение о приходе сосуда греха. Из кожи башкиры изготавливали сапоги, ситык и башмаки. Особенно была популярна обувь с суконным голенищем – сарык. Их подошва вырезалась из сыромятной кожи, к кожаному низу пришивали прямое и широкое голенище из холщовой ткани, украшенные орнаментом или вышивкой. Женские костюмы. Башкирскую женщину вначале было слышно, потом только видно. Основу башкирского женского костюма составляет платье кульмяк из домотканой ткани. Покрой платья был туникообразным. Кульмяк шили закрытой формы, с глухим воротом, длинным рукавом и широким подолом до щиколоток. Когда появились фабричные ткани, платья стали отрезными по талии. Использовались оборки, манжеты, отложные воротники. В высших слоях башкирского общества были популярны халаты из пестрого среднеазиатского шелка. Под платьем носили шаровары тюркского покроя – эштан. Фартук альяпкас имел не только хозяйственное значение, а превращался в нарядный элемент костюма, который украшали вышивкой. В качестве верхней одежды башкирки носили легкий темный халат – елен или цветной чикмен – секмен, отделанные позументом, вышивкой, монетами. Башкирские девушки до вступления в брачный возраст ходили с непокрытой головой. Затем они надевали платки или шапочки наподобие тюбетейки. Настоящим произведением искусства является головной убор замужних женщин – кашмал, чепец, расшитый кораллами. Нестабильно на голове, но монеты придают вес, и передние именно монеты в 3 ряда. Не имеет аналогов.
Он состоял из плотно охватывающей голову, сплошь покрытой кораллами и монетами шапочки шлема с отверстием на макушке. Кашмау украшали монетами и подвесками, которые доходили до бровей и закрывали часть лица женщины. На спину халата от кашмау спускалась не широкая, но длинная лопасть, вышитая цветными бусинками, бисером. Длинная лента – койрок, в переводе «хвост», или же «олон». Лопасть должна была закрывать волосы женщины. В былые времена за кашмау могли дать одну корову. Кашмау в первый раз женщина надевала во время свадьбы, а в некоторых районах могли носить повторно кашмау, если женщина имела одного или двоих детей. Пожилые женщины надевали внутрь тастар, платок, в 3 или 4 аршина, открытым оставляя только лицо. Распространен был в центральном и южном районе Башкирии. Уникальным головным убором зауральских башкир была шапочка – каляпуш. Замужние женщины восточного Зауралья наряжались башкеем каляпуш. Слово из фарси – каля – голова, пуш – пушидан – покрытие. Расшитые монетами, наплечная накидка украшалась серебром и кораллами. В северных деревнях можно было встретить такыя – полусферические шапочки, расшитые монетами и бляхами, с бахромой из бисера. Молодые женщины-башкирки носили яркие головные покрывала – куш-яулык. В Северной Башкирии взрослые девушки и молодые женщины носили так называемые колпачки или бәләкәй-калпак. Изготавливали их из бересты, картона или кожи, затем обтягивали тканью, расшивали бисером, жемчугом, металлической нитью, а также монетами и подвесками. У висков пришивали кисточки. Колпачок закреплялся на темени с помощью шнурков. Его носили чуть сдвинутым на бок и покрывали платком. Сельтер – нагрудное женское украшение. Сельтер означает кружево, сетка. Это украшение представляло из себя плетеную из коралловых нитей сетку, которую украшали монетами. Хакал, сакал, женский нагрудник, имел мягкую полуовальную форму. Его главным украшением являлись художественно расположенные узорчатые бляхи, полудрагоценные камни в серебряной оправе. К ювелирным украшениям относились серьги, браслеты, ожерелья. Нагрудник хасите – это широкая матерчатая лента через правое плечо, сплошь унизанная металлическими украшениями, на которой висят пряжки, брошки, медальоны, разные подвески, монеты. Первоначально надевание перевязи связано с въездом молодой девушки в дом мужа, как оберег от недоброй силы, и означал пожелание ей плодовитости и богатства. Волосы башкирские девушки украшали косоплетками или накосниками. Однако это еще не значит, что башкирский костюм оставался неизменным в течение 1,5 столетий. Напротив, одни костюмы уже давно вышли из употребления, а с некоторыми можно познакомиться только по описаниям или музейным объектам. Другие же появляются, можно сказать, на наших глазах. Весьма распространенные некогда одежды и головные уборы стали редкостью, а встречающиеся раньше на ограниченной территории можно видеть повсюду.